Девочки, всем доброго времени суток. У нас идет подготовка. Именинницу уложили. Я сказала, утром тебе нужно на прическу, поэтому ты должна выспаться. Я не хотела, чтобы она с вечера все это видела. У нас сейчас сколько время? У нас сейчас 11 час, да, ну, ночи. Позднее время. Я специально так хотела, чтобы она всего этого не видела. Софийске 7 лет. Как праздник нам приходит, как в рекламе. Праздник нам приходит, праздник нам приходит. Стол перенесем в другую комнату, девочки. Девочки, я ссылочку на Телеграм, номер телефона, все оставлю в закреплении. Я сейчас обращаюсь к жителям Чеченской Республики и, возможно, за республиками. Очень хороших людей я нашла, которые занимаются именно праздниками. Здорово у них все получается. Я в Телеграме посмотрела, у меня просто глаза разбежались. Я не знала, каких аниматоров выбрать. И вообще, как лучше придумать, и так как я очень занята с этой торговлей, постоянно в дороге, с этими посылками. Особо время на это тоже, ну, ради Софишки постарались все от души. Вот, с днем рождения доченька наша. Завтра она утром проснется, как увидит, это будет вообще что-то с чем-то. Вот, и, в общем, у них есть свой Телеграм. Инстаграм есть, что ли, только? Инстаграм тоже, да? Да. В общем, ссылку на Инстаграм, ссылку на Телеграм и номер телефона я все укажу в описании, под этим видео будет. Вот, поэтому праздники, мероприятия, выпускные, день рождения, Новый год, все, буквально они сделают ваш праздник еще более красивым и радостным. Особенно для деток. Дети – это цветы нашей жизни, и мы должны дарить им радость. Вот. Ну, в общем, люди работают очень хорошо. В конце результат все увидите, все покажем, как это будет смотреться. Все будем вам показывать.
Ну все, уехали. А мы тут сейчас... Это Софишка. Ты как-то букву 7 закрыла, Анжел. Цифру, то есть 7. Чуть надо вазу. С днем рождения, улыбок, радок и веселья, и чумового настроения, дорогая моя, и самых преданных друзей. Моя Халюся, да, Ежи не спит сейчас, друзья. Уже время у нас 1 час, они уехали, установили все. Если бы она знала, что здесь это все происходит, да вы что, тут бы было места было мало земли. Тут бы, ну, завтра. Сейчас упакуем подарочки. Покажи, да, эту ленту, подай, ленту, это. Ну, друзья, с этим поздно кинулись. Хотела разноцветные купить эти цвета, но уже поздно вспомнили, поэтому приобрели тот цвет, который есть. Ну, ним постараемся упаковать так подарочки. В общем, вот такие вот дела. Софиюшки завтра. Уже сегодня день рождения. Софишка, ну, мы хотели тебя свозить в салон, и чтобы ты это все увидела уже, когда ты в красивом платье, с прической. Ну, ты ж такой человек, я сколько могла тебя там держать. Я уже какие только истории не придумывала в спальне, чтобы ты сюда не вышла. Ну, ты... Поэтому принимай от нас поздравление самое первое. Давай, Анжелика. Это кто подарочки сделал? Все мы сделали. Там в сумочке от бабушки Тани подарок. В этом? Да, мы все будем открывать. А видишь, на плакате как написано: «С днем рождения, доченька Софишка». Ну что, какие твои впечатления? А там 7 лет стоит, видишь? Да, котяра, ты приехал, котяра. Котяра, ты... Наконец-то тебя встретила. А тапки зачем новые? Это тебе? Вот это Анжелина. Наверное. Угу. Ну как тебе, Софишка? Ты ж поделись своими впечатлениями. Класс. Тебе нравится? Да. Потом будет... Я думала, тут будет как-то по-другому. Я думала, что весь дом будет украшен. А тут еще лучше. Да? Ты думала, просто будут где-то шарики, да? А что так будет красиво, ты не думала, да? Ну, знаешь, Софиш, мы сейчас съездим в салон, и когда ты будешь в красивом платье уже, тогда будем скрывать подарочки, ладно? Посмотрим, что там внутри. Мама, вы купили 10, которые я вам говорила? Что это 10? Вот этих штук, которые взрываются. Вот так делаешь, они так... Ой, тут от Анжелы красивый подарок, от бабушки, от Висхана, от папы. А это чей подарок? Это... Твой? Это подарок от папы и от мамы. Там знаешь что? Что? Большая. Нет, ты говоришь, сюрприз. Это чей? Ой, я уже не помню, Софиш. Там знаешь, что у нас еще есть? Что? Конфетти. Такие, знаешь, бу, и все сыпется красиво. Ага. Я такие помню. Да? А чей это маленький подарочек? То там от всех. От всех. Большой от папы с мамой, а эти маленькие, что внизу лежат,
Ну, зато они очень Ма, а кто интересные. это шил? Это. А это волшебники приезжали ночью, пока ты спала. Ты спала, а люди тут работали, приезжали, устанавливали. Шары, представь, сколько шаров они надували. Так. У меня же есть такая штучка, которая надувается. Да все ты знаешь, Софиш. Тебя уже, я ж поэтому говорю, удержать тебя там, это было не реалити. Софишка, А еще раз. Таня Софиш, лежит. Софиш, смотри. Еще раз поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, всего самого наилучшего, ладно? Друзья, мама приехала в гости. Мамуль, поздоровайся со зрителями. Всем добрый день. Так, мама, я же хотела, чтобы ты... Ревизию сейчас сделаем. Что у Ну, вас ты видишь, что рассаду еще не садили. Ну-ка, дожди, там кажи. ж холодно, какая рассада. А ты видишь, ма, вот эти тюльпаны, это уже другие. У меня их раньше не было. Вот эти. У меня были просто чисто красные, чисто желтые. Ну, Это какие-то в этом году первый раз зацвели. да, может быть, опылились желтые. Не знаю. Но у меня такой расцветки никогда не И было. он еще не цвели, да? Пион, но он уже скоро будет цвести, видишь? Слушай, а вот то, что там в кусту, наверное, какое-то дерево растет, кустарник какой-то, да? Его ж надо этим А то отпилять. никакое не растение даже. Нет, это какой-то, его, наверное, он же забивает цветок. Да, ну. Его надо отпилять обязательно. Поручи, у тебя же зять есть, и внуку поручи, пожалуйста. А вот петушки, помнишь, мама? А, это картошка. Да, конечно, скоро будем копать. Ну, правда, что это такое? Ну, правда, это место подготовили, хорошо скопали. Картошка, да. Картошка, падалищная. Под огурцы. А надо, оно, видишь, как уже травой заросло, надо уже траву порвать. Огурцы будем уже. Ну, тут это же рассаду надо купить. Пусть потеплее. Я говорю, подписчики, помнишь, 2 года назад отправили. 2 или 3, смотри, луковицы. Вон уже как петушки разрослись. Это мне присылали Это подписчики. эти ириски называются. Ну, кто петушки говорит, кто ириски. Они есть разных расцветок, каких только Я нет. сейчас у Умы была, так я, мам, первый раз видела в жизни белые, чисто белые. Другие цвета какие-то, не помню, Они прям есть и желтые белые, даже. оранжевые, полосатые, каких только нет. Да, да. Но это все, я говорю, вот туда, где дерево убрали, полностью выровнять, с земли привезти хорошие. И там тоже сирени хочу насадить разные, знаешь, красоты разные. Оно уже зарастает, огород уже. Тут смородина как раз росла, да? Есть? Да, есть смородина. Вон. Ну, но тепла нету. Тепла еще не было, каждый день дожди. Да я говорю, это уже место 100 раз зарастало. Это бабушка тут у нас. Главное, рано. Главный агроном, да. Там же малину убрали мы все. Там будем посадим большое дерево. Ну, орех, чтобы был хороший. Помнишь, что у бабушки Нюси там был хороший орех такой, он длинный какой-то был. Ну, есть даже такие тонкокорые, чтобы были. Они- Да, и они... Там вот тоже бабушка тоже посадила, видишь, где это? А там что? Ну, там такое, я предполагаю, петрушка, укроп, редиска. Мне в этом году, если честно, этим заниматься некогда. Я говорила ей, давай засадим полностью огород деревьями, каким-то садом хорошим, и все, ты это, мне некогда заниматься, у тебя здоровья нет. Она говорит, я со скуки с ума сойду, я хоть это огород, мне вот это развлечение. Я потихоньку, я никуда не спешу, буду потихоньку себе возиться, ну. Ты знаешь, Так ма, подожди, а тут что яблоня была? тоже убрали, Убрали? да. Ну, какие же яблоки были хорошие? Повидела, какой был из них хороший. Ну, посадим мы новое, потому что оно уже это закрывало тут все и нормально не росло в огороде ничего. Это на заднем, вот тут у нас сад посадим. Ясненько. А это что? Яблоки. Ясно. Все хорошо, главное, чтобы было тепло. А вот это что мы обелили, а женщина, да, написала, киса, дам тебе хороший совет. Когда будешь белить, добавляй побелку эмульсии, и будет он у тебя круглый год стоять. Не будет смываться побелка, известь. Ну, так и поступили. Видишь, сколько дождей прошло, а как хорошо все.
беленькие деревья. Ну, вам для себя малины хватит. Да, конечно. Тут и на продажу будет. Кто будет желающий, если вдруг. Когда солнце выглянет, уже со следующей недели обещают тепло уже. Тогда оно вообще все мигом. Нужно будет еще раз, чтобы прокосить тонко. Это под навесом порядок нужно навести. Ну, там стены красить не нужно, только полы покрасить, да и все. Пионы, видишь, сколько там тех пиончиков было, ты помнишь? Какие кустики, как разошлись, видишь? Их только надо подвязывать. Они рассыпаются. А этот цветок так и не это самое, да, его надо комнатный, его надо какое-то удобрение поддеть. Да он было жить теперь, я его сейчас буду пересажу эти вот сейчас вот потеплеет, я их все в большие белые горшки в одинаковые. Ну, не такие большие, ну, средние. Пересажу все в одинаковые. Может, там мало. Земли надо купить хорошей. Лилия царская-то ничего не цвела. Ну, вот это белая. Желтая цвела, а белая вот. Она такая высокая вообще бывает. Вот это ж вот хамциш. Такие, знаешь, как яблоки. Сирени сколько много, говорю. И в дом заносили несколько раз. И отправляла я своей заведующей тоже. Так, а тут что? А здесь все будет, землю привезем. Все будет равняться с землей. Ровно сделаем, чтобы земля хорошая была. И сюда насадить разных роз много. Знаешь, сирени разноцветные. Знаешь, вот не хочешь, чтобы во дворе тут же навес будет у нас. Изменения тоже будут, чтобы вид был вообще, чтобы все утопало в цветах. Это дерево, вот это. Слива или что? Слива. Слива. Да, это слива. Так я говорю, даже под деревом, видишь, цветет. Я думаю, пиону можешь мешать бы. Как-то он те года первые, ну, не сказать, что он засох, но не было на нем цветов. А сейчас уже второй год он цветет тоже. Они это самое, только жалко, что быстро не отцветают. Ой, но они когда цветут, это весь горит аж огород. Так они красиво. Вот фотография была, Софишка маленькая сидит. Среди пионов. Ну это не у тебя уже сколько, 7 лет. Это тогда ж, видите, тебе папа их выкапывал. Исхан как раз уезжал. Уже им 7 лет, да? 16 этого августа их выкопали. Мне так жалко сирень, что он мне пересадил-то. Белая сирень была. Белая. Мгм. Сейчас, боже, какая сирень была. И эти же деревья мы пересаживали вместе. Помнишь, ты приехала? Мгм. Они тут были тоже. Принялись, хорошо растут. Да, все ясно. Все хорошо. Тут свет включается, Висхан? Ой, да ладно, не включай, вообще током стукнет. Это вот подарки пришли на день рождения. То ну что скажешь? Ну, что тут скажешь? Все хорошо, когда уже будет теплышко. Когда теплый пол будет, да? А? Много работы уже сделали. Ну как плитку, видишь, хорошо положил. А сейчас же, ну понимаешь, а ее когда все закончить, положить, ее что-то вымыть, и плинтуса, когда будут, по краям вообще будут уже вид конечно. красивый. Ну, конечно, да. Теплый пол, представь, как тепло, хорошо. Батарея греет, теплый пол греет. А тут еще тоже что-то, да, надо? А здесь гипсокартоном он сам будет делать.
Это вот осталось на часа 2 в этой комнате и дальше пойдет. О. Тут он тоже что-то уже. Тут он режет плитку. Ну, ванна сказал, что я думаю, ванная, может, на стены, может, не сможет или что. Но ванна сказал, тоже сам будет делать. Вот так вот вам зять отношился. Ты говорила, я думала, почему наш дом? Ну, видишь, какой зять тебе попался хороший. Ну, это что, на продажу тут? Угу. А тут? Это надо послаживать все еще. Там же, видишь, перегородка будет душевая у нас комната. Вроде и много уже сделано, но еще вроде осталось и мало на самом деле. А что, ма? Потолок сейчас сделают, натяжной потолок. Двери приедут, ставят. Клей, обои, плитку он сам положит. А что такого еще?